что у них. Вот, ну, хотела бы сразу сказать, что навряд ли вы сегодня сможете повысить свои знания в неонатологии, но, по крайней мере, я думаю, что немножко расширить свой кругозор будет, будет такая возможность. Вот. Так, мою презентацию видно, да? Видно, но стало не на весь экран. Почему? Вот с текущего слайда нажмите, пожалуйста. Ага. Так, ну, ранее я говорила, что в мае мы были в Швеции, в городе Гетеборг, на конференции международной, которая была посвящена фокусному исследованию УЗИ. Вот, это было и фокусное УЗИ сердца, легких, а также мы немного вот провели времени в самой клинике. Это клиника Сальгреско, университетская клиника. Там получается 4-й уровень оказания перинатальной помощи. Вот. Отделение реанимации рассчитано на 16 коек. В год у них около 11 тысяч родов. Но ранее я тоже говорила, что эта клиника, она специализируется на преждевременных родах. Поэтому со всех ближнележащих регионов дети, не дети, а женщины с преждевременными родами, они госпитализируются именно в эту клинику. Вот. И также из роддомов первого и второго уровня дети могут также с преждевременным сроком переводиться, и дети, а также и женщины переводиться в эту клинику. Ну, вот, в принципе, вход в отделение реанимации. Здесь, так, у меня есть видео. Это выглядит палата для новорожденного. Ну вот, если вы помните Светлану с конференции, которая была в Алмате в позапрошлом году, она руководитель неонатальной службы. Здесь могут находиться новорожденные дети на СИПАП или на респираторной поддержке в режиме high flow, либо на кислородной маске. То есть это как отделение высокозависимых. Но у них получаются вот такие индивидуальные палаты. То есть в каждой палате лежит по одному пациенту. А вот этот аппарат, который был, это CFM для измерения сатурации в мозговых артериях, а также в почечных. Вот. То есть для пребывания пациента в этой палате есть все. То есть и СИПАП, и режим КайФО, Т-система, в общем-то, как бы все необходимое имеется. А это уже палаты для пребывания с матерью. То есть ребенок также на вентиляции может пребывать в палате с родителями. Так как это Швеция, у них все функционально, то получается кровать как шведская стенка. Если, допустим, мама не лежит, она собирается, если мама находится с ребенком, она вот как бы расправляется. И причем такие кровати две. Вот это кресло у них для кенгуру.
Здесь вот получается монитор, специальное освещение лампы. Если ребенку устанавливают катетер какой-нибудь, либо забор анализов, они пользуются этими лампами. Ну и здесь все размеры перчаток вы видите по цветовой гамме, они, получается, развешены. Вот, телевизор, он используется для информирования мамы, то есть там есть вся информация для мам, как ухаживать, что делать, когда у ребенка может быть апноэ, то есть такие, скажем так, познавательная информация. Вот, здесь, ну, как бы есть все, шкаф для мамы, холодильник, полки и также все для ребенка. Далее это уже непосредственно палата интенсивной терапии. Здесь уже дети находятся более тяжелые, на искусственной вентиляции, и либо нестабильной гемодинамикой и так далее. Здесь вот для приватности у них имеются ширмы у каждого пациента. То есть, если мама желает, она может изолироваться при помощи этих ширм, и имеются такие наушники. Если, допустим, доктор разговаривает с одной из мам, то рядом сидящей маме предлагаются вот такие наушники, чтобы разговор был сугубо конфиденциальным, чтобы, например, информацию о ребенке не слышала другая мама, ну, другие родители и так далее. Вот. Ну и вот их кресла для кенгуру, они с подставкой для ног. Слева вы видите, это молокоотсосы. Их очень много, они в коридоре были выстроены в целый ряд, их, наверное, 20 или 30 штук. То есть мамы там с собой не приносят никаких молокоотсосов и так далее. Здесь уже непосредственно в самой клинике есть специально отведенная комната, где мама спокойно может воспользоваться этим молокоотсосом и сцеживаться. Это видеоларингоскопы. Хочу сказать, что они используют только исключительно видеоларингоскопы, так как они считают, что это менее травматично для ребенка. И также они пришли к такому выводу, что при использовании видеоларингоскопов у них, ну, как бы у детей в дальнейшем после экстубации они реализуются постинтубационный стеноз. Вот, поэтому используют только сугубо видеоларингоскопы. Это вот у них маленький видеоларингоскоп портативный, и вот этот с большим, справа с большим экраном. И также хотелось бы отметить, что процедура интубации, либо переинтубации, это целая церемония у них. Они, как мы, на ходу не интубируют, они сначала все подготавливают. Медсестра собирает все необходимые принадлежности для интубации. Накрывает это на стерильном столике. Этот столик подъезжает к пациенту. Врач готов, там, моется, одевается полностью, там, халат, шапка, маска, колпак, маска и так далее. И только потом они проводят тайм-аут, то есть медсестра берет чек-лист, и по этому чек-листу начинает перечислять, все ли готово для интубации. Если все ответы положительные, дальше идет в плане, готов ли врач, готова ли медсестра и так далее. И только когда все говорят, что они готовы, только после этого они приступают к процедуре интубации. Далее это УЗИ. У них есть два УЗИ-аппарата, один портативный, один стационарный. Чаще всего стационарным УЗИ-аппаратом пользуются непосредственно УЗИ
специалист, то есть врач функциональной диагностики, а портативный, как правило, в основном используют врачи, неонатологи отделения, для того, чтобы провести, допустим, фокусное эхо, либо УЗИ и так далее. УЗИ сердца, УЗИ головы, ну и так далее. Вот. Далее, это у них аппараты, вот получается слева аппарат, это для подогрева молока. То есть у них есть донорское молоко. Если, допустим, молоко используется из холодильника, либо из морозильника и так далее, они используют вот такие подогревы. Непосредственно вот в выемку устанавливается баночка с молоком, либо даже шприц, и молоко подогревается. Слева это получается аппарат для подогревания пеленок, вещей ребенка. Также они могут здесь греть УЗИ для использования при исследовании. Вот. И причем эти аппараты, они есть в каждой палате. Далее, ну вот перчатки, я говорила, что они делятся по размеру и по цвету, то есть каждый цвет соответствует определенному размеру перчаток. Ну и вот эти вот столики передвижные, если, допустим, ребенку требуется какая-то процедура, та же самая, допустим, интубация, либо забор анализов или постановка катетера, они могут применять вот эти передвижные столики, где у них есть все ИМЭ. Ну и эта комната предназначена для мам. Есть у них в основном все мамы приходят из дома, вот, и для них есть комната, где они могут проводить время, где они могут перекусить, отдохнуть, даже поспать. Ну, то есть она вот прям как двухкомнатная квартира с полным, скажем так, оснащением. Там есть кухонный гарнитур, посудомойка, микроволновка, и электрический чайник и так далее. То есть все для комфортного пребывания мамы. Вот. И в восторге была я от транспортного кювеза. У них очень развита транспортная служба, и они очень большое значение этому придают. Допустим, ну, вот у них сыновья, они переводят детей, получается, из других регионов, либо с первого, второго уровня роддомов. Вот. И для того, чтобы транспортировать ребенка, у них каждый врач не может. Для этого врач должен быть с опытом работы не менее 5 лет. Вот. И сейчас я вам покажу их транспортный кювез. Он практически оснащен всем. Вот это вот дозаторы, получается, инфузоматы. Это вот монитор. Это ИВЛ. И вот с краю это получается оксид азота. Вам слышно, да, ее комментарии?
Вот это очень интересно. Вот, я думала, вы слышите то, что она комментирует. Это получается матрас. Матрас для фиксации ребенка. Вот он фиксируется двумя этапами. Первый этап вот это вот сеточка. Второй этап, вот этот матрас, он надувается. И когда матрас надувается, вот эти бортики, они, получается, плотно, они сдерживают вот этого ребенка. И он прям плотно фиксируется. И получается, ребенок, он внутри, он не болтается, он прям зафиксирован в одном положении, его не трясет, не болтает. Вот. И причем вот эти вот матрасики, они одноразовые. После использования на одного ребенка эти матрасы утилизируются и применяется новый матрас. Вот, и один матрас стоит около 1000 евро. Еще раз, если было не слышно, прокомментирую. У них таких транспортных кювезов получается 2. Здесь он оснащен всем. Дозаторы вы видите, монитор, респираторная терапия, оксид азота. И плюс имеется огромный рюкзак со всеми лекарственными препаратами, ИММ и так далее. И еще раз хочу сказать, что у них имеется вот этот матрас для транспортировки, для того, чтобы комфортно, не травматично ребенка транспортировать. Он надувной, его надуваешь, и прям получается, вот как мы гнездо уже делаем из пеленок, а здесь получается гнездо из самого матраса, причем вот эти бортики, они достаточно плотные, и они не дают, и внутри еще есть сеточка для фиксации, и они не дают ребенку при транспортировке, как вам сказать, двигаться. Вот, и он прям зафиксирован, этот малыш. Вот это очень интересно. Вот. Так, далее, ну это вот, их отдельные залы, мы там практически не были. Хотела бы тоже показать вам их уборные, как они выглядят. И мне понравилось, как они крепят к БСУ. Вот. И получается, у каждого пациента есть свой КБСУ. Далее, теперь в плане организации. Ну вот у них один руководитель неонатальной службы. В каждом подразделении неонатального блока имеется ответственный врач. Ну, например, допустим, в отделении реанимации ответственный врач, в отделении там, высокозависимых еще один ответственный врач. Ну, в принципе, как сейчас у нас во многих городах и клиниках организована неонатальная служба, в принципе, вот у них примерно так же. Ну, вот на что хотелось бы обратить внимание, что у них ротация врачей каждую неделю. То есть те врачи, которые работали в отделении реанимации, они через неделю переходят в отделение, допустим, физиологии, ну или отделение совместного пребывания матери и ребенка. Вот. И точно так же в отделении кислородозависимых и так далее. То есть каждый врач, он еженедельно ротируется из отделения в отделение. Ну, они это говорят, что это очень полезно в плане профилактики выгорания врачей. Это, во-первых. Во-вторых, все врачи знают работу каждого отделения. Ну, как бы в этом плане потом не возникает вопрос, что там у кого-то тяжелее работа, у кого-то легче. То есть идет понимание. И
получается взаимовыручка. Например, врач физиологии, он может работать и в отделении реанимации, и в отделении там выхаживания недоношенных или кислородзависимых и так далее. То есть все врачи взаимозаменяемы. Вот. Также у них, что было удивительно для меня, ранняя выписка. Как такового отделения совместного пребывания у них не существует, потому что женщины с детьми выписывают через 6 часов от момента рождения. Далее, если у ребенка возникают какие-то проблемы, либо у мамы вопросы, они уже обращаются в амбулаторную службу, которая в клинике также есть. И получается, вот врач, который работает у них в физиологии, он сидит на вот этих консультациях, вот, где мамы могут вот из дома обращаться с какими-то вопросами или проблемами. Вот. Так как, допустим, у нас в этом отделении совместного пребывания мамы там с детьми не лежат там 2 суток, 3 суток, если там кесарево сечение 5 суток и так далее. Получается, как бы независимо, мама прооперирована или нет, они выписывают вот через 6 часов. На физиологических родах у них не присутствует неонатолог. Достаточно, они считают, что акушерки и врача-акушер-гинеколога при необходимости. Вот. Далее, вот я уже говорила, в клинику вот 4-го уровня, вот, университетскую, переводятся дети со второго, 3-го уровня оказания перинатальной помощи, а также у них есть обратный перевод. То есть, если у них много детей и нужно как бы освобождать места для более тяжелых и заслуживающих внимания пациентов, они могут детей после стабилизации у себя обратно переводить в те же роддома, откуда они забирали этих детей. Ну, я тоже об этом уже говорила, что эта клиника специализируется на выхаживании детей с экстремально низкой массой тела и с проблемами легочной гипертензии и так далее. У них очень много аппаратов, и даже вот вы видели транспортный кювес оснащен аппаратом оксид азота. Вот. И, ну и антенатальная профилактика у них проводится, получается, с 22 недель. Ну, в принципе, у меня все по поводу организации. Далее, получается, ну, это уже то, что мы проходили мастер-класс, это непосредственно уже то, что касается конференции. Мы проходили это сейф-протокол, то есть у них каждый врач неонатального блока должен обладать навыками по проведению сейф-протокола. Это вот, как говорится, УЗИ с головы до пяток у них. Сначала они смотрят голову на предмет кровоизлияний, дальше они умеют увидеть, есть ли тампонада, есть ли жидкость в плевральной полости и есть ли жидкость в брюшной полости. Ну и это УЗИ легких. У нас было практическое занятие. Ну, это то, что касается уже непосредственно наших планов, это у меня в отделении. У меня, в принципе, все. Если есть у кого-то вопросы.